Апрель-май – время, когда все, у кого есть приусадебные участки или огороды, начинают сажать овощные культуры. Среди наиболее популярных – помидоры, огурцы, морковь, редис, чеснок, различные виды зелени. А вот когда и какие семена можно посадить на рассаду, что делать, если сроки посева уже позади, и какие культуры можно смело сеять открытый грунт, нам рассказала ведущий специалист Россельхозцентра по Ингушетии Люба Джандикова. Нельзя допустить того, чтобы высадка рассады перца, как и, впрочем, любая другая рассада, переросла. Посев сладкого перца при выращивании рассады с открытой корневой системы проводим за 45-50 дней до предполагаемой даты высадки. Томаты. Возраст готовой рассады 55-65 дней. Всходы уже стимулируем и делаем без пикирования. Это для тех актуально, кто будет сажать, скажем, в начале июня, в конце мая. Рассада к этому времени успеет вырасти и будет коренастая. Главное – соблюдать световой и температурный режим. Для посева желательно выбирать сорта низкорослые и скороспелые. Огурцы можно сеять в конце апреля, в начале мая. Возраст готовой рассады и высадки в грунт 25-30 дней. Всходят огурцы в течение 5-6 суток. Но стоит помнить, что огурцы мы высеваем в открытый грунт только тогда, когда температура почвы прогреется не меньше 20 градусов. И не только огурцы, любую рассаду, которую вы посадите, за исключением некоторых. Это основные базовые томаты, перцы, баклажаны, это теплолюбивые культуры. Если мы их посадим в почву холодную, растения будут просто чахнуть. Поэтому ждем, когда температура почвы для огурцов будет более 20 градусов. Для томатов можно 18 градусов, для перцев и баклажанов желательно тоже 20 градусов. Раньше их сажать в открытый грунт я не советую. Дыни и тыквы, так же как и кабачки, всходят в течение 3-5 дней. И возраст готовой рассады для посадки также 25-30 дней. Поэтому кабачки, дыни можно выращивать рассадным способом, а тыквы – прямым посевом в землю. Что касается арбузов, они тоже всходят достаточно быстро – от 3 до 5 дней. И взрослая рассада, готовая к высадке, это 15-дневная рассада, поэтому в апреле месяце арбузы уже можно сеять. Также на рассаду имеет смысл в апреле высевать различные капусты. Это могут быть ранние сорта капусты, та же самая пекинская капуста, которая в среднем необходима для полного цикла развития порядка дней 40. Если мы не будем высевать на рассаду капусту, которая предназначена для хранения, то тогда можно высевать в конце апреля сорта средние, поздние и поздние. Возраст готовой взрослой рассады капусты – это 25-30 дней. Всходит капуста от 3 до 5 дней. Следующая культура у нас свекла. Свеклу мы можем выращивать двумя способами. Через рассаду можно прямым посевом в грунт. А оптимальные сроки для высадки свеклы – это конец апреля, начало мая. Свекла – холодостойкая культура. Если выращивать ее через рассаду, стоит помнить, что возраст готовой рассады – это 30-35 дней. И всходит свекла где-то 5-6 дней. Культура, которую мы можем посеять прямо в грунт, при условии, что почва прогреется до 15 градусов. Это все виды зелени. Поэтому я предлагаю всю пряную зелень, а это все виды салатов, петрушка, укроп, щавель, шпинат. В общем, всю зелень можно сеять прямым посевом в грунт. Итак, дальше у нас идет лук. Луковой рассадой не стоит спешить. Ее мы посадим в мае, не раньше. А вот такой семенной материал сеять можно достаточно рано. Опять-таки помнить нужно про прогрев почвы. Так, редис. Это у нас еще одна культура, которую мы сеем достаточно рано. Это холодостойкая культура, но тоже почва должна прогреться. Редис – это любитель короткого дня и прохлады. В конце апреля, в начале мая можно посеять морковь, и нужно это сделать прямым посевом – открытый грунт. Таким же образом мы сеем яровой чеснок, который растет также очень быстро. Высаживать яровой чеснок можно от первой декады апреля до второй декады мая. Это будут оптимальные сроки высадки чеснока. Хочу напомнить, что у меня сегодня на столе семена, прошедшие проверку в лаборатории Россельхозцентра и полностью соответствующие посевным стандартам. Приобрести семена можно в садовом центре Россельхозцентра.
Пользуясь такими советами, можно получить к лету хороший урожай и иметь под рукой свежие овощи.